Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об онкологии. В 21 веке меняются отношения между человеком и онкозаболеваниями. Из неуловимого убийцы рак превращается в опасного, но уже достаточно уязвимого противника. Хотя по оценкам специалистов заболеваемость и дальше будет расти, но зато смертность падать. Главное – знать противника в лицо и уметь определить болезнь вовремя, грамотно выставляя перед ней барьеры. Как это сделать? Об этом мы пообщались с онкологом-химиотерапевтом профессором Лали Когония, которая около 50 лет работает в одном из ведущих медучреждений Москвы. Профессор, доктор медицинских наук, онколог, химиотерапевт Лали Когония, сотрудник Московского областного научно-исследовательского института имени Михаила Владимирского. В течение последних 2 лет она тесно сотрудничает с Национальным онкологическим центром Абхазии. Проводятся онлайн-консультации по всем вопросам, касающихся злокачественных образований. В этих консультациях участвуют радиологи, хирурги, лучевой терапевт 2 учреждений. Врачи в онлайн-режиме проговаривают каждого пациента, который представлен на консилиум, где, исходя из диагностических результатов, определяется алгоритм дальнейшего лечения. И 2 года мы показали, что это очень эффективный момент. Теперь я каждые 3 месяца еще и приезжаю сюда и очно консультирую пациентов, что тоже очень помогает нашим сотрудникам. Но просьба большая, поскольку есть возможность пообщаться с большой популяцией населения, вовремя приходить к врачу, вовремя приходить к онкологу. Потому что один постулат, прошу вас запомнить: злокачественное новообразование не образовывается в течение недели или месяца. На это нужны несколько лет, и по данным разных авторов, зарубежных в основном, это 5-7 лет для того, чтобы сформировалась опухоль величиной с кулак. Значит, человека что-то беспокоит все годы, и он, отмахиваясь, говорит: ничего страшного. Важно знать первые симптомы рака, при появлении которых нужно обязательно обратиться к доктору. Это резкая потеря веса, повышенная температура и лихорадка, утомляемость и слабость, боль в костях, изменение качества и цвета кожного покрова, нарушение функционирования мочевого пузыря и расстройство стула, постоянная головная боль и другие симптомы. Организм дает сигнал о бедствии, и его нельзя игнорировать. Специалисты отмечают, что история становления онкологической настороженности заключается в таком синдроме, который называется синдром малых признаков. Это жалобы пациентов на те или иные изменения в организме. Эти жалобы обязательно должны быть отражены в истории болезни. Они могут позволить выявление рака на ранней стадии. Что такое малые признаки? Это очень большой комплекс жалоб, который человек, например, он говорит: я раньше никогда не потел, а сейчас прямо жена ночью мою простынь выжимает, она мокрая. Тут же надо бить тревогу, выяснять, что это такое, что с ним произошло. Потом другой говорит: вот никогда в жизни у меня не было такого ощущения постоянной слабости, с работы еле прихожу, падаю. Мы же все так, да? Но мы восстанавливаемся, а он нет. И у него вот это чувство невероятной усталости и день, и ночь, и сутками. Это тоже нюанс. Вот низкий гемоглобин, о котором я говорю. Вот боль, которая грызет, и непонятно, где она расположена, даже для врача, не только для больного. Это все требует большого внимания, понимаете? У женщин так это вообще все просто. Когда начинаются аменоррейные дела, да, нарушения в цикле, тут же надо обращать внимание, бежать к врачу тут же. У меня тетя, теперь уже царство небесное, эта женщина, уникальная была историк, замечательная женщина, носила более 3 лет, когда мы заоперировали опухоль величиной с головку новорожденного. Зачем? Никогда не пожаловалась. Просто растет немножко живот, я поправилась. То есть, опять же, да, надо же об этом думать, обо всем. У мужчин бесконечные задержки мочеиспускания. И они думают: ой, да ладно, ничего, но мучаются и не идут к врачу, потому что это неудобно, это неприлично. Что в этом неприличного, я не знаю, тебя беспокоит, ради бога, пойди проверься.
А когда геморроидальные узлы, на которые все списывается, да, кровит из прямой кишки, они говорят, да, он, наверное, геморрой. Что значит «наверное»? А если это уже элементы злокачествления, пойди к врачу. Ничего не нужно, кроме внимания к своему организму, к своему здоровью. Синдром малых признаков включает в себя еще такие вещи, как, например, не могу видеть мясо. Очень многие так говорят. Вот просто обожал мясо, ел козлятину, вот наше все такое вкусное. Не хочу. Белок яйца не хочу. Вот видеть не могу, прямо трясет. Какие-то вдруг инверсии в том, чтобы поесть, и отвращение к еде. Это тоже очень настораживающий признак. Потом глухие боли где-то в области поясницы. Что значит глухие боли? Ну, определите, откуда идет причина, но для этого надо пойти к врачу. Вот это нежелание населения быть внимательным к себе, это генетическая гордость, да? Мы же какие? Мы же всегда горды, мы же всегда здоровы. Ради Бога, будьте здоровы и 150 лет живите с прекрасным качеством жизни. Но не прозевайте момент, когда жизнь вам подбрасывает болезнь. Болезнь – это такая же проблема. Ее надо решать. Вот каждую проблему мы же решаем, и болезнь возникшая, не паниковать, а решать ее. К большому сожалению, в Абхазии наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости злокачественными образованиями. На сегодняшний день в Национальном онкологическом центре республики на учете состоят более 6 тысяч человек. Специалисты отмечают, что это достаточно внушительная цифра в соотношении с численностью населения республики. По структуре заболеваниями, онкологическими заболеваемости стоит на первом месте практически заболеванием раком молочной железы среди женщин, естественно. И также хочу сказать о том, что с каждым годом мы видим увеличение онкологической заболеваемости. Например, в 2022 году впервые обратившихся было 592 человека. На сегодняшний день, хотя 2023 год еще не подошел к своему завершению, у нас впервые выявленных случаев с злокачественным образованием уже 523 человека. Естественно, к концу года эта цифра будет только расти, поэтому можем сказать, что увеличение заболеваемости мы уже прослеживаем. Мы хотим обратить внимание на то, что в нашем Национальном онкологическом центре мы увеличили работоспособность и по хирургическому стационару, и по химиотерапевтическому стационару. То есть увеличили количество проведенных курсов химиотерапии больше, чем в 3 раза. То есть химиотерапия стала более доступной, грубо выражаясь, и также больше объем оперативных вмешательств мы с каждым годом можем выполнять. Возможно, и с этим связано то, что многие пациенты перешли на лечение в наш Национальный онкологический центр, и количество наших пациентов стало расти. То есть несколько причин, достоверно мы не можем сказать, с чем связан рост, но при этом вот такую вот тенденцию мы наблюдаем. К сожалению, почти 30% пациентов, которых я назвала какие цифры, да, к нам обращаются, приходят сюда на поздних стадиях, то есть на 3-й, на 4-й стадии, когда уже, к сожалению, мы не можем предложить им большого разнообразия в виде вариантов лечения. И я хочу очень попросить наших граждан обращаться раньше за медицинской помощью. То есть, если они видят, особенно это касается рака молочной железы, который является наружной локализацией, что у них появилось какое-то уплотнение, какая-то болезненность, покраснение в молочной железе, то прошу их сразу обращаться к какому-нибудь специалисту. Конечно, лучше, чтобы это был специализированный врач, который может помочь им в плане именно онкопоиска, но хотя бы к какому-то специалисту, чтобы исключить злокачественного образования. К сожалению, каждый день сталкиваемся с тем, что наши пациенты очень поздно обращаются, а те, кто даже обращаются, есть, конечно, небольшой процент, который отказывается от всех видов лечения, то есть выбирают в пользу какого-то сельского лекарства, которое делается какими-то травниками, знахарями и так далее, и это очень обидно. Американская исследовательская организация Глобокан раз в 3 года предоставляет данные по всему миру о заболеваемости и смертности по злокачественным опухолям. По последним данным, а это было в 2020 году, специалисты организации прогнозировали, что к 2023 году будет зафиксировано 19,5 миллионов первично выявленных случаев онкологии. Из этого количества 2,5 миллиона – это рак молочной железы у женщин.
Однако, по словам врачей, последние 40 лет медицина ушла вперед, и диагноз рак молочной железы – это уже не приговор. Главное – вовремя обратиться и не упустить драгоценное время. И меня пугает версия, когда в Москву привозят женщин с новообразованиями молочной железы, распадающиеся. И я всегда говорю, где вы были, почему? Недоверие врачам местным тут же высказывает. Да, у нас что умеют? А умеют, поверьте мне. Я вот знаю теперь коллектив, я вижу, что они делают, вижу, как они делают. Я, например, на консультациях все время прошу генно-молекулярные исследования. Это как паспорт сейчас, да? И, соответственно, подбирается определенная терапия, исходя из тех данных, которые получены по тем самым мутациям в генах, и в какой зоне. Там есть специальные препараты. Это и называется мишеневая, таргетная или иммунотерапия. Но предлагается поехать, денег нет на поездку в Сочи. Меня вот это, вот знаете, прям вот так больно, когда вот с такими ситуациями сталкиваешься. У тех, у кого есть возможность, ради бога, не приезжают. И то при хорошей материальной базе они умудряются запущенные варианты привозить. Как это получается, я не знаю. Можно я пример из жизни приведу, чтобы запомнить? У меня мама была заведующей отделением патологии беременности в нашем Сухумском роддоме, такая Тина Ираклина Лакербай, ее очень многие до сих пор помнят. У меня родился сын в ее возрасте 47 лет, и она забрала его на лето. И вот ребенок поднимается, хватается ручками обниматься к ней и головкой ударила ее в грудь. Она испытала жуткую боль, при том, что она врач, которая занималась этими проблемами. Никогда в жизни не думала о том, что во внутреннем квадранте молочной железы тоже может быть патология. И ребенок продиагностировал ее процесс, когда у нее был рак молочной железы 3 С степени. Это было достаточно сложно. Я приехала через 2 дня, и я, когда увидела картину, я поняла, что срочно нам надо ехать в Москву. В Москве ее соперировали, она прожила до 91 года с абсолютно хорошим качеством, но на гормонотерапии. То есть она лечилась. Это был 75-й год диагностики. В 91 году у нее возник 2-й рак щитовидной железы. Но на фоне гормонотерапии мы изменили гормональный пул, это так бывает. И мы пережили и этот рак. И вот в 2006 году она скончалась уже по возрастным своим делам. То есть я к чему говорю? Вот рядом онколог, который быстро это определял. И видите, сколько лет мы лечились, но она жила с хорошим... Она работала до последнего, пока вот не начались возрастные изменения. Так что вот очень важно быть внимательным к себе. Рак молочной железы можно диагностировать с помощью нескольких тестов, включая маммографию, ультразвук, МРТ и биопсию. Одним из эффективных тестов является самодиагностика. Женщине важно регулярно осматривать себя, чтобы вовремя заметить возникающие изменения. При их обнаружении необходимо обратиться к врачу. Очень часто женщинам говорю, когда принимаете душ, идеально, если бы был какой-то такой элемент зеркальный, прямо даже около ванны. Женщина разделась и осмотрела себя. Это примитивно просто раз в месяц сделать. Иногда изменяется размер груди. Одна становится меньше, другая обычных размеров. Это настораживать должно. Втянуть сосок. Это должно насторожить. Изменилась кожа по типу лимонной корочки. Вот представляете, как лимонная корочка выглядит, но вдруг кусок вот такой возникает. Надо обратить внимание. Еще есть симптом площадки. То есть вот вроде бы ткань идет, потом вдруг раз площадка и дальше ткань. То есть это тоже должно. Изменения, которые вы наблюдаете сами, это называется самовыявляемостью. То есть вы выступаете помощником своему организму. И поэтому, ведь рак молочной железы чаще всего это визуальная, глазом определяемая опухоль. Это не поджелудочная железа, куда даже специальными методами диагностики не всегда добираешься. А здесь нужно внимание просто очень. И когда самовыявляемость имеет место, это даже быстрее в плане потом эффективности лечения происходит. Нашла и тут же пришла к врачу.
не тянула, не наблюдала, не клала капустный лист. Это вообще меня бесит, когда они начинают, извините, мочу прикладывать там в повязках. Спрашиваю, где вы это читаете? Какая-то бабушка какой-то бабушке сказала, и мне принесли. Нельзя этого делать. Сначала идем к врачу, сначала выясняем причину. Так что здесь много, конечно, зависит от женского населения, которое безо всякого внимания к себе относится, я так понимаю. Да, условности, да, тяжелая, наверное, какая-то бытовая ситуация, но здоровье это важнее всего. Вы знаете, все пациенты очень разные. Кто-то воспринимает это как сигнал к борьбе, то есть они спокойно это воспринимают, считают, что даже молодые пациентки, это же такая особая категория, они очень переживают, что там на фоне химиотерапии они потеряют свою красоту, те самые волосы, да, которые часто теряют на химиотерапии. Для них это очень такой сложный момент в жизни, но при этом мы объясняем, что после проведения химиотерапии вся их красота вернется, раз, да. Второе, что это гораздо важнее вылечиться, чем, да, иметь красивые густые волосы. То есть есть какие-то, надо правильно расставлять тут приоритеты. Но стараемся в более мягкой форме, чем, да, там, допустим, в других там, странах и республиках. Никогда не говорим о каких-то там цифрах, о том, что вам там осталось жить 2 года, там, полгода. Такое вообще, в принципе, считаю, что нельзя говорить людям, потому что мы все не Господь Бог, и у каждого как бы свое отведенное время. Мы что можем делать, это стараться помочь нашим пациентам, продлить их жизнь, либо вылечиться. Конечно, ситуация очень разная. Есть, когда родственники очень просят не говорить пациентам о их диагнозе, говорят, что они не смогут нормально воспринять это, не смогут дальше бороться с этим заболеванием. Но при этом я, конечно, считаю, что крайне неправильно не говорить пациенту о диагнозе, потому что он должен понимать, что с ним происходит, он должен самостоятельно принять решение, ему нужно лечиться, хочет он лечиться или нет. То есть это неверно, не говорить пациентам о их диагнозе. Не существует единой причины заболевания раком. На самом деле их великое множество. Ежедневно тысячи людей по всему миру узнают о своем новом и опасном враге – онкологическом заболевании. Ученые предпринимают постоянные попытки изучить загадку возникновения рака. Уже сейчас существует множество различных предположений и гипотез, объясняющих причины возникновения рака. Но все они сходятся к одному. В некоторых случаях они возникают по вине самого больного. Выделяются 2 основные группы причин развития болезни – генетическая предрасположенность и факторы внешней среды. Вредные привычки – это же самое страшное. Я о наркомании вообще не говорю. У меня такое впечатление, что, знаете, наркомания как таковая – это какая-то диверсия против мужского населения Абхазии. Вот я это так расцениваю. Но вы думаете, когда я говорю о наркотиках, что это жуткое зло и страшнее не бывает, а что, алкоголизм? Не то же самое. Посмотрите, сколько гепатитов, не только же С, а гепатиты элементарного порядка, как высокие Б, А и Б. Сейчас уже и Д, и там есть подтипы. Еще одна распространенная причина возникновения рака – курение. Был в истории такой интересный случай. В апреле 1983 года у известного американского актера Юла Бриннера, который снимался в фильме «Великолепная семерка», врачи обнаружили рак легкого. Актер был заядлым курильщиком, с 12 лет выкуривал до 3 пачек сигарет в день. Болезнь уже невозможно было вылечить, она прогрессировала. Был затронут спинной мозг, хотя Бриннер бросил курить еще лет 10 назад. После смерти Юла Бриннера по телевидению неоднократно демонстрировалось его короткое обращение о вреде курения, снятое незадолго до смерти по заказу Американского онкологического общества. Это выступление впервые появилось на экранах в день смерти Юла Бриннера 10 октября 1985 года. Я очень захотел записать этот ролик, когда обнаружил, что я очень болен и мое время сильно ограничено. Я захотел записать обращение, где говорится: «Теперь, когда меня больше нет, я могу вам сказать одно. Не курите. Что бы вы ни делали, просто не курите». В тот период в Америке курили почти все мужчины. После просмотра ролика 60% отказались от этой вредной привычки. Но позже их место заняли женщины. И сегодня, по статистике, их количество немалое. И теперь курят женщины безобразно.
совершенно не понимая, ладно детородную функцию, ладно здоровье детей, это их мало касается, потому что это привязка, причем очень серьезная. Они знают только элемент удовольствия, который испытывают при этом. И это та же мания, понимаете, да? Наркомания, никотиномания, уже теперь говорим об этом четко. Я когда начинаю в аудитории студентов, медиков спрашивать, поднимите, пожалуйста, руки, я же даже фамилии ваши не знаю, поднимите анонимно, кто из вас курит? Все девочки курят, я вам честно скажу. В моем окружении, при том, что я вредная заловка, да, для моих невесток, для двоюродных братьев, троюродных братьев, жен, все жены курят. Что бы я им ни говорила, они обижаются. У них нет реакции, что надо насторожиться. Ну вот, опять ты нас на эту больную тему. Так это твоя больная тема. Ты же сама говоришь, больная, она приведет тебя неизвестно к чему. Это очень болезненный вопрос. Вот вам фактор внешней среды. Вы представляете, это единственный тип злокачественного новообразования, в котором понятно, от чего он развивается. В 98% случаев от курения. Ну, понятно же уже. Во-первых, я все время мужчинам говорю, как вам не жалко тех денег, которые за 40 лет курения вы отдали какому-то плохому дяде, который вас травит, а вы ему еще за это и платите. Да? И посчитайте сумму, какую вы заплатили, чтобы заболеть. Вот есть какие-то простые вещи, о которых же человек не знает. Они говорят, как, кому мы платим, как? Огромные табачные, они процветают, это миллиардеры. Вы же им деньги даете. Онкологическая терапия представляет собой комплекс мер, куда входят хирургия, лекарственное лечение, лучевая терапия. На сегодняшний день в Национальном онкологическом центре функционирует несколько отделений. Есть все необходимое для оперативного вмешательства при злокачественных образованиях, но нет возможности для проведения лучевой терапии. Поэтому пациенты вынуждены выезжать за пределы республики. И лучевая терапия – это важный фрагмент. Ну вот я смотрю, великолепное совершенно здание, возможности хорошие, но им нужен прямо вот где-нибудь тут рядом, надо находить, как хотят наши начальники, но они должны это сделать, другого выхода нет. Это же нельзя каждого больного гонять в Сочи, в Москву, в Краснодар, это варварство, конечно, все-таки 21 век у нас. И тем более мы стоим на пути к такому усовершенствованию онкологической службы. Надо все делать грамотно. Честно вам скажу, я не ожидала, что такой очень приятный уровень присутствует. Я как-то шла с настороженностью, знаете. Просто в силу, опять же, профессии я бывала в подмосковных онкологических и приходила в ужас вообще, как так можно к людям относиться. Здесь совершенно другой уровень, совершенно другой уровень. Ну, во-первых, профессионализм. Должна отметить, потому что мы, когда ведем консилиумы, мы говорим на одном языке, это крайне важно. Потом, что мне еще очень нравится, у них очень хорошая хирургическая активность. Они сделают очень интересные и сложные операции. Никогда не рассказывают об этом. Мне вот это немножко хотелось бы как-то показывать, что активность-то есть. Очень хороший химиотерапевтический пул. Благодаря Минздраву, который видит профессионализм онкологов, им удалось получить очень много редких препаратов, таргетных препаратов. В прошлом году это было просто, я приезжала и восторг вызывала, что можно вот так хорошо лечить. Это современный уровень. Но в любом случае возможности есть, только их надо перенаправлять, и чтобы не было сложностей. Знаете, когда человек горит и хочет сделать что-то хорошее, а у него препоны, он перегорает. Ну и тогда все, что мне больше всех надо. Это самый страшный признак, вот это перегорание такое. Такие примеры, особенно с раком молочной железы, достаточно часто встречаются, когда он выявляется на ранней стадии, когда все своевременно и правильно делается, то есть проводится оперативное вмешательство, химиотерапевтическое лечение, лучевая терапия при необходимости, гормональная терапия. И даже есть такие пациентки, которые удивляются тому, что вот гормонотерапию там они проходят у нас 5-7 лет, и когда гормонотерапия заканчивается, они говорят, что мы больше ничего не будем делать, то есть мы не будем больше лечиться. Я говорю, да, вы будете жить как обычный нормальный человек, радоваться жизни,
и заниматься своими заботами и проблемами. Это очень приятно. Химиопрепараты в нашем онкоцентре получают бесплатно, то есть это происходит по государственной целевой программе для граждан Республики Абхазия. И также очень хочу отметить то, что в Министерстве здравоохранения наш главный врач Нарт Валерьевич очень многократно обращался в министерство, и они поддерживают наши начинания, что надеемся, что в 2024 году на территории Республики Абхазия начнет действовать программа онкологической диспансеризации по всем регионам Республики Абхазия. Также повторю, что наш главный врач прорабатывал эту программу, как бы это хорошо, чтобы происходило. Министерство здравоохранения старается это воплотить, но это очень сложная задача. И, конечно, без должной диспансеризации мы не сможем улучшить наши показатели и заболеваемости, и выживаемости. То есть, если мы не будем выявлять рак на ранних стадиях, то, к сожалению, никуда ситуация в лучшую сторону не сдвинется. Опять-таки говорю, многократно об этом говорили, но это достаточно финансово затратно и энергозатратно. То есть это сложное мероприятие, чтобы это было проводилось на должном уровне, чтобы пациенты действительно смогли получить должное обследование бесплатно. Это должно все проводиться, вы правильно подметили, бесплатно, потому что не все могут, да, себе позволить обследоваться. И тогда только мы сможем говорить о том, что диспансеризация удастся, и она принесет свои плоды, которые мы ожидаем. Далеко не каждая злокачественная опухоль смертельно опасна, но относиться к любой из них следует очень серьезно. Онкозаболеваний много, их клинические проявления и патологические процессы разные. Не существует универсальной формулы, позволяющей догадаться о наличии злокачественных образований по внешним симптомам или отдельным анализам. Есть лишь общие признаки, в целом говорящие о том, что вы не совсем здоровы, а значит, нужно обследоваться. Вопрос лишь в желании каждого лично контролировать свое здоровье. Так работать, как работают врачи, это очень тяжело. Потому что, вот смотрите, опять же, абхазское общество я беру, у нас ментальность другая. Вообще за последние 30 лет общество изменилось, я никого не хочу не осуждать, не говорить ничего, ни хорошего, ни плохого не хочу говорить. Общество изменилось. Каждый в силу своего восприятия меня поймет, что я имею в виду. Связано ли это с войной? Ну, понятно, что это ужасные вещи с войной были связаны. Психологически никто не работал с населением, хотя надо было, чтобы психологи все это убирали из подсознания. Но если проявляются худшие качества, включая и врача, это никого не красит, вы понимаете? Мне, например, жалуются, что женщины очень изменились. Стал какой-то элемент, знаете, такой хабалистости, о которой никогда в жизни абхазская женщина, у меня бабушки были, господи, боже мой, это вообще до сих пор, если она на меня посмотрела и сказала «Абхазчаров», я готова была умереть на месте, потому что это было стыдно. Сейчас это слово «стыд» как-то совсем по-другому воспринимается. Наверное, наши мужчины дают нашим женщинам очень много прав. Начнем с этого. А у нас мужское общество. Меня еще поражает, когда я на набережной гуляю, и наши девочки, знаете, извините, забыли одеть юбочку, идут в трусиках, да, папа идет рядом, мама. Другие девочки идут, открытая спина, открытая грудь, открытый живот. Где я? В России уже так не ходят, во всяком случае, в том обществе, где я вращаюсь. Это неприлично. Даже если жарко, то надо иметь какую-то форму. Что-то с обществом происходит. Оно, наверное, к 60 годам после окончания войны будет другим. Понимаете, да? Но вот прошло 30 лет, мы к этому пришли, с этим надо уже считаться. И если ты вот этой женщиной с таким жутким характером, да, которая никого не слышит, никого не видит, ей никто не... Она... А что она делает, она понять не имела. Она даже не образована для того, чтобы понять эту тему. Ты ей говоришь, что у тебя заболевание молочной железы, ты должна пойти. Я знаю, куда я пойду, не разговаривай со мной. Или там о вреде курения, когда да, все, замолчали. Понимаете, с чего мы должны начинать? Я их призываю только к одному. Прислушайтесь к себе и придите в специализированную службу, которая есть. Она курируется прекрасным министром сейчас. Он идет навстречу, он делает по максимуму все из того крошечного бюджета, который у него есть. Этого мало, но помогите им. Они только начинают работать, это только начинающаяся служба.
и она на какой-то уровень начинает получать профессиональный. Значит, надо, чтобы население тоже поддержало, не топило их и говорила: да, мы знаем это. Не надо этого. Доверять надо друг другу больше. А без договоренности и взаимодействия эффекта никакого не будет. И опять мы будем вот эту ступу толочь, воду в ступе толочь. Поэтому онкологическая настороженность должна быть присуща прежде всего нашим врачам, особенно первому звену терапевтам. От них очень много зависит, когда настороженно отправят к онкологам. Это первое. Второе, население должно обладать той же настороженностью и тоже быть доверяющим своим врачам. Я хочу им пожелать большого успеха, потому что это очень трудно. Это очень большой труд. Я желаю вам всем здоровья. Лучший способ избежать рака – профилактика и онконастороженность. Можно взять под контроль свое здоровье, не надо стесняться или бояться. Лучше на ранней стадии обнаружить заболевание и приступить к его лечению, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Я желаю всем здоровья и, как говорится, да обойдут вас все невзгоды. До новых встреч!